ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вот билет на балет, или на английский, или на бокс. В следующем году ухтинцев ждет нововведение. Семьям, желающим получать детское дополнительное образование, сперва нужно получить сертификат. Что это такое? Именной документ, который позволяет вам и вашему ребенку выбрать любую понравившуюся секцию и заниматься там бесплатно или с минимальной доплатой. Только вот вам нужно заранее определиться с кружком. А бюджет города будет поддерживать лучшие из всех возможных секций. Будет не нацелено на физическое развитие, творчество или интеллектуальные занятия. Важно, все муниципальные кружки и секции с сентября 2018 года будут работать только по сертификатам. На сегодняшний день у нас 3 учреждения системы дополнительного образования. Это Центр творчества имени Корчевского, это Центр юных техников и Центр искусств, который располагается на базе 20-й школы. Безусловно, сюда же вошли учреждения дополнительного образования культуры. Это наши художественные школы, музыкальные школы. Но с ними все попроще, потому что там сертификаты не нужны. Разумеется, это не весь перечень кружковой секции, которыми можно будет воспользоваться по именному сертификату. Резонный вопрос. Может ли родитель воспользоваться сертификатом, если он сегодня посещает некоммерческие организации? Да, он сможет воспользоваться этим сертификатом, если данная социально ориентированная некоммерческая организация войдет в перечень, который впоследствии утверждается уже постановлением администрации города Ухты. Как же получить сертификат? С 1 августа текущего года вы можете сделать это 2 способами. Например, обратиться в уполномоченную организацию со своим паспортом, свидетельством о рождении ребенка и документом с постоянной или временной пропиской. Специалист предоставит вам номер сертификата. Все, вы в системе. После выбранной секции или кружке подписываете заявление о зачислении. Второй вариант через сайт komi.pfdo.ru. Там вы можете подать заявку на получение сертификата и заявку на место в выбранном кружке. Оба заявления нужно будет распечатать или переписать и передать в организацию дополнительного образования. Очень подробная информация обещает быть с 15 июня на портале ПФДО Республики Коми, где родители смогут ознакомиться и с перечнем программ, востребованными ими для выбора, и, безусловно, с теми документами, которые необходимо будет заполнить для получения сертификата. Оформить сертификат необходимо до 1 сентября 2018 года, иначе ваш ребенок рискует остаться без места в понравившейся секции. Следует заметить, что этот документ не привязывает школьника к определенной организации. Передумать можно в любой момент и уйти с сертификатом в другой кружок. Но если ваше чадо планирует заниматься в одном и том же месте до 18 лет, документ на дополнительное образование не нужно обновлять. Достаточно получить его единожды. Если у вас возникли вопросы, можете обратиться в Управление образования администрации Ухты. Телефон на ваших экранах.